Сегодня мы разберем технику проведения базовой сердечно-легочной реанимации по алгоритму CIP. В русской транскрипции это переводится как непрямой массаж сердца, подготовка дыхательных путей и вентиляция легких. Если вы обнаружили лежащего на земле человека или в помещении, прежде чем оказывать первую медицинскую помощь, вы должны убедиться в безопасности своей личной. То есть, нет ли задымления в помещении, или же поражения электрическим током пострадавшего, или, возможно, даже вариант обрушения каких-либо строительных конструкций, которые могли нанести ему травму. Для этого вы его переносите в безопасное место, укладываете на ровную жесткую поверхность горизонтально и начинаете оказывать первую медицинскую помощь. Прежде чем оказывать первую медицинскую помощь, вы должны определить его состояние. Для этого вы определяете сознание, встряхиваем пострадавшего и окликнуть его. Что с вами? Вам плохо? Сознание отсутствует, больной, пострадавший не реагирует. Далее мы переходим к определению наличия сердцебиения. Для этого симметрично с обеих сторон на сонных артериях обязательно обеими руками, используя 4 пальца, определяем наличие пульсации. Пульсация не определяется. Затем проверяем наличие реакции зрачка. Для этого первым и вторым пальцем раздвигаем верхнее и нижнее веко и смотрим реакцию. Зрачки широкие, реакции на свет нет. Сердцебиение отсутствует. Далее мы переходим к определению наличия дыхания. Для этого используем правило «слышу, вижу, ощущаю». Склониться над пострадавшим максимально низко над его ртом. При этом визуально определяем наличие экскурсии грудной клетки. Экскурсия грудной клетки отсутствует. Определяем наличие выдыхаемого воздуха. Движение выдыхаемого воздуха щекой не ощущается. И не выслушиваем дыхательные шумы. Констатируем отсутствие дыхания. В данном случае пострадавшего определяется клиническая смерть. Прежде чем приступать к реанимационным мероприятиям, мы осуществляем звонок на службу 103. Сообщаем о пострадавшем, что это мужчина 50 лет, у него отсутствует сознание, сердцебиение и дыхание. Мы находимся по адресу Аллыкина, 7, второй этаж, учебная комната. Начинаем проведение сердечно-легочной реанимации до прибытия бригады скорой помощи. Приступаем к проведению сердечно-легочной реанимации. Для этого приподнимаем обязательно ножной конец, используя для этого подручные средства. В данном случае я использую имеющуюся при мне сумку, можно рюкзак, все что угодно. И приподнимаем ноги, уложив их на этот предмет. Затем освобождаем пояс, расстегивая ремень, снимаем верхнюю одежду, оголяя грудную клетку и приступаем к проведению непрямого массажа сердца. Для этого располагаем правую руку на нижней трети грудины, отступив от мечевидного отростка 2 или 3 пальца. Правая рука ложится на нижнюю треть грудины по средней линии. Поверх вторая вспомогательная. Пальцы фиксируем в замок. Плечи располагаются строго над грудиной пострадавшего. Руки в локтях максимально разогнуты. И проводим компрессию сердца частотой 100-120 компрессий в минуту с прогибанием грудины от 4 до 5 см. Частотой 30 компрессий к 2 вдохам ИВЛ. Начинаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Далее переходим к проведению ИВЛ. Для этого сначала проводим туалет ротовой полости. Поворачиваем пострадавшего голову на бок, открываем рот, используя салфетку, удаляем из ротовой полости инородные тела, животные массы, слизь, зубные протезы. При наличии западения языка обязательно приводим в физиологическое положение. Проведя все это, поворачиваем голову пострадавшего горизонтально и осуществляем тройной прием Сафара. Для этого правая рука вводится у нас под область шеи, левая ребром ладони убирается в лоб и синхронным движением проводим разгибание головы максимально. Это первое. Второе. Проводим введение нижней челюсти. Для этого 4 пальца располагаются на углах нижней челюсти. Первый палец упирается в скулу и производим движение выведения. Провели. Третье. Проводим открывание рта. Открыли. Затем располагаем правую руку под область шеи пострадавшего. На ротовую полость в целях личной безопасности и гигиены укладываем
марлю или платок. Делаем глубокий вдох, зажимаем пальцами левой руки нос и осуществляем выдох пострадавшего. Еще раз глубокий вдох и осуществляем выдох пострадавшего. При правильном проведении этой процедуры мы отмечаем экскурсию грудной клетки на момент выдоха. Затем переходим к повторному непрямому массажу сердца. 30 компрессий. Итак, повторяем ровно 5 циклов. Один цикл он равен 2 вдохам и 30 компрессиям. Затем проводим стоп-анализ. Для этого определяем пульсацию на сонной артерии. Пульсация определяется. Реакция зрачков на свет есть. И отмечаем восстановление самостоятельного дыхания грудной клетки. Далее пострадавшего переводите в устойчивое боковое положение, убирая из-под ног использованную сумку или же там другой предмет, повернув пострадавшего к себе лицом, сохраняя в этом положении до прибытия бригады скорой помощи. Спасибо, на этом навык закончен.